Итак, с Гавриляновичем собрались на рыбалочку. Всем привет. Вот, Гаврилянович, вчера мы ездили с ним в Дмитричу. И небольшой сюжет про Дмитрича сейчас будет. Так, с Гавриляновичем пришли к Дмитричу в гости. Находимся у Дмитрича. Сейчас Дмитрич выйдет к нам. И вы его, собственно, увидите. У него прошла операция. Ну, коротко, надеюсь, сам расскажет, какие у него новости. Масочку оденем на всякий случай. Здорово! Больной. Ну, вот Дмитрич с бандажом. Че, как дела? Как дела, расскажи. Нормально. Все нормально, да? Ага. Операция прошла успешно. Операция хорошо прошла. Все, сколько сказали так ходить, ну, как бы это, лечиться, сколько? Лечение 3 месяца. 3 месяца, да? А хотят заживление 6 месяцев. Когда у тебя срок тогда получается? В августе поеду, уже рыбачить нечего. Ясно. Рыбалки. Да, ну, пожелаем Дмитричу скорейшего выздоровления. Ждем его на рыбалочке. Продолжайте смотреть сюжет. Это были короткие новости от Дмитрича. Ну, а теперь вот посмотрите, как мы набили автомобиль грузом. Так, сколько сейчас время? Ну-ка. Еще 10 нету, кажется. Так, чтобы квас был холодным, вот наливаю его в термос, вот такой вот, очень хороший, всю зиму его таскаю. В общем, понравилась мне и конструкция, ну и дизайн, собственно. И держит как тепло, так и холод.
У нас вот 2 бутылки с Янычем холодного кваса. И мы его сейчас будем ехать и холодненький квасик пить. Обалденно будет. Говорил Яныч, на работе отгулы взял. Пошел ставить машину. Сейчас придет, и мы поедем. Ой. В эту жару холодный квас просто спасение, друзья. Вот такой сегодня денек. Немного ветрено. Думаю, будет волна небольшая. Но нам главное переехать на ту сторону. Там посмотрим. Так, холостой запуск сейчас сделаем мотора. Все. На прогреве. Так, ну вот подходит Гаврил Янович, поставил автомобиль. Сейчас грузимся, толкаемся и едем. Tartar motoru ko tugumere. Katam barego. Да. Так, сейчас самый главный вопрос. Вытащит ли мотор на глиссер? Загруженный полнячком. 150 литров бенза. Вдвоем еще. Бутера полно. Сама лодка нелегкая. Как будто он на все лето едет. Спокойно. Заехали на горную речку. Сейчас вот на нас напала стая оводов. Очень сильно кусаются.
отстают. Наша скорость где-то 22 километра стала. Ну потому что против течения идем. Ехали ровно 2 часа до Устья. Где-то 50 километров. Да. Итак, друзья, едем мы ровно 3 часа. За 3 часа проехали, наверное, 100 километров. Где-то, да? 100 километров проехали. Так. Заправляемся. Вот. Сейчас канистру прячем в кустах. На обратный путь оставляем здесь 1 бак бензина. Потому что мы приехали на одном баке. Вот. Мотор идет хорошо. Посмотрите, какая мутная вода в реке. Вот. Видно, что речка грязная. В верховьях прошли дожди. Уровень воды очень большой, поэтому спокойно прием. С Горел Янычем сегодня у нас до вечера план добраться до рыбных мест. Вечером уже начнем рыбачить, надеюсь. Но сейчас прячем, еще быстрее пойдем, да? Пока заехали в речку, скорость упала до 20 км. Вот. Я сейчас сюда 20-очку заливаю, чтобы на обратный путь. Здесь 30-ка осталась на всякий случай, потому что, ну мало ли, потому что вдруг это хватит или еще что-нибудь. Все, Горел Яныч пошел прятать бутылку, емкость, бак. Места мы все знаем, все эти, поэтому нам не надо ставить метку, что мы тут прятаем. И так все наизусть знаем тут. Мотор идет отлично. Мотор, как вы видите, клевая рыбалка называется. 9,9. А, газ ты троп подашь. Итак, подъехали к одному нашему месту, где мы постоянно рыбачим с Янычем, с Дмитричем. И вода очень грязная. Сейчас мы решили здесь перекусить немножко и стартанем дальше. Вот, сегодня у нас на обед чай, хлеб, яйца, сало.
Сейчас пообедаем и потом взглянем на, как ее, на ручей. Вот. В ручье, возможно, рыба стоит. Ну, наверное. А ты идти сюда. Мотор на массе, конечно. Сейчас я на тут дойти и того. Так, вышли с Гаврил Янычем посмотреть, кто приходил, рыбачил. Кто-то приходил, потому что костер жгли, вещи свои оставили. Того был рынок эти бу. Кюн. Это вот она был рынок. Столик стоит. А то вот улара идти да. Темныды. Хай будто. Очень горячий. Впереди нас едут люди. Вот видишь, вот. Олегин костер вот идти-то. Здесь где-то рядом люди. Только что уехали. Вот и так вот все мы определили. Олд убрах подтары. Там что-то положили. Положили или забыли. Курка. Дождевик. Рыбы не видать. Вода очень грязная, мутная. Так, итак, с Янычем приехали в наше излюбленное место. Здесь уже стоит лодка чья-то. Сейчас Яныч пошел узнавать туда наверх. Вон он возвращается. Потому что если избушка занята, то будем думать, куда нам дальше поехать. Вон он идет. А? Вообще да. Ата онна бардактар спиннингдер бар. Так, сейчас попробуем заехать вовнутрь. Поставили на водометик. Функция водометика. Говорил Яныч, воду пьет, хлебает. Водохлеб. Куда глаз-то? Вообще вода теплая. Здесь, наверное, глаз уга турботаравола. Так, попытались пройти в речку
В речку пройти не получилось, потому что вода в речке падает. Не стали рисковать, можно там и остаться. Сейчас поедем дальше по реке на новые места, куда мы еще не ездили ни разу. Решили сделать так. Итак, приключения нас ждут. Поехали. Ой, следы медведя. Недавно ходил. Мы тут мечтали все об озере в одном. На картах смотрели. Мечтали и мечтали. Вот наконец-то наша мечта сбылась типа. Приехали на это озеро. Думали, здесь круто будет, заезд будет на озеро. Хер-то там мы угадали. Никакого заезда тут нету. В помине. Очень крутой берег. Все заросшее. Говорил Яныч, он там ходит. Решили хотя бы сходить до озера. Идем к озеру. До озера, оказывается, далеко. Я еще хотел лодку сюда притараканить. Работа непочатый край. Багульник цветет. Само озеро, конечно, красота неописуемая. О, здесь дорога, оказывается, да? Старая. Животные ходят, оказывается, какая там дорога. Дарка. Так, ну вот пришли на наше озеро, о котором всю дорогу мечтали, смотрели на картах. А оно вот такое. Итак, друзья, с Янычем приехали. Наша эпопея на этом закончится на сегодня. Пока. Короче, без 28. 9 часов мы были в пути. Вот. Приехали в такое место. Впадает речушка. С этой стороны такой перекат жесткий. Вот. Сюда вот перекат идет. Переливается. Сама речка, давайте посмотрим, наверное, должна быть чистая вода. Ой. Ну да, вот как и предполагал, в самой речке вода очень чистая. Тайменя стоят здесь. А Мишка тоже ходит тут. Ну такой. Большого размера. Речка пересыхает. Совсем маленькая речка.
самой речке-то рыбы-то уже нету, наверное. Ну да, там вон уже можно даже не идти. Видно, что она превращается совершенно в ручеек небольшой. Комарья начинается опять. Гнус. Одеваем нашу защиту. И иду доставать спиннинги, расчехляться. Начинаем рыбалку, как говорится. Так, буду использовать 50 сантиметровый поводок с нагрузкой 30 килограмм, тросиковый. Рыбачить буду спиннингом Dragon. Уже 3-й год походу я им рыбачу. Катушка тоже Dragon. Спиннинг 10-30 граммов. Тест. Вон у нас идет. Так. Medium. X-Fast. Сделаем первый заброс, не отходя от кассы. Прям с лодки. О, рука еще не забыла, как забросы делается. Бросаем границу между мутью и нормальной водой. Имитация выплывания мыши из ручья, как говорится. На мыша еще рановато, походу. Или уже поздно, или поздновато. Говорил, Яныч блесну сидит, насаживает. Мы сейчас тоже попробуем на блесну более яркие приманки покидать. Давайте вот эту вот трещоточку покидаем. Заброс в самый перекат. Цепляется за камни. Только что был удар, друзья. Удар по блесне. А ну-ка еще раз попробуем-ка. Так, это не работает. Серебряная блесна от Моисея. Рискую серебряной блесной сразу, с первой же минуты рыбалки. Потому что вода очень мутная, и надо, чтобы блесна хорошо блестела под водой. Из-за этого я... Ага, есть! Есть! Эх, сошла! А, нет, сидит. Кто это? Ты меньше, что ли? Точно. Небольшой камешонок. Ну вот, друзья, посмотрите, сломал мне блесну, крючок сломал.
такой таймишонок взял. Вот такой красавчик. Аух! А? Да. Серебряная. На серебряную блесну. Яныч спрашивает. Фух. Хороший таймишонок взял. Сразу же, за первый заброс. Итак, дорогие друзья, взял вот такого небольшого таймишонка. Посмотрите. Вот. Получилось у меня взять все-таки рыбу. Я думаю, что мы с Янычем заслужили после долгого дня пути, после всех этих мучений, поймать вот такую вот рыбу. Рыба будет засолена на малосол. Я ее повезу детям домой. Если кто-то из вас постоянно пишет, что мы берем небольших тайменей, то все правильно, вы не ошиблись. Вот таких именно мы берем, потому что, во-первых, у нас разрешено законом в сутки одного тайменя поймать на спиннинг. А во-вторых, друзья, вот не факт, что вот такие вот таймени дорастут до крупного размера и выживут тем самым. Нужно брать именно вот таких вот и крупных, маточное поголовье крупное. Надо отпускать больших тайменей. Больше 15 килограмм никогда не берите. Потому что у этих тайменей нет врагов, кроме человека. Вот. Тайменя очень легко вывить, поэтому имейте, друзья, это в виду. Вот такой красавчик. Первый мой улов. Всем спасибо. Мы сейчас с Янычем будем кушать. Я сейчас буду готовить еду, потому что ехали очень долго, устали, некогда было даже поесть. Вот. Так вот. И вот Моисей, когда ко мне приехал, ему очень понравилась вот эта вот блесна, форма блесны. Он очень много линков поймал, щук на эту блесну. И захотел изготовить ее из серебра. Вот он ее изготовил и подарил мне. Поэтому, друзья, заказывайте своим близким, друзьям, кому хотите подарить серебряные блесна на сайте клёвая-рыбалка.рф. Ссылки будут в описании под роликом, друзья. Он говорил, Яныч идет, что-то, видать, не ловится у него ничего. Да и устал малость. Сейчас буду готовить еду, чтобы он поел, подкрепился, и поедем дальше.